Прошлое в настоящем. Национальные ритмы. Фестиваль этнокультуры состоялся в Суже. Разные виды нарушения, разные размеры штрафов. В Малгобеке прошел рейд госавтоинспекции. Подробности в выпуске. Каникулы близятся к концу. Впереди учебный год. В регионе начинают действовать акции в поддержку детей из малоимущих семей. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зовтов. Здравствуйте. Вопрос бесперебойного обеспечения населения республики водой Юнусбек Евкуров обсудился в кабинете министров. Вице-премьер Заудин Даурбеков доложил о работе оперативного штаба при правительстве республики. В штаб по перебоям в обеспечении водоснабжения поступило 158 обращений. В основном жители сельских поселений Приева, Сагапши, Средние Чулуки и Нарки, а также города Малгобек жалуются на отсутствие или слабое давление воды. Причинами перебоев являются увеличение потребления воды в летний период. Глава Ингушетии поручил соответствующим лицам в короткие сроки решить проблемы с водоснабжением. Сегодня День воздушно-космических сил России. Эта дата появилась на календаре 12 августа 2006 года, после того, как глава государства подписал соответствующий указ. Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию отечественных воинских традиций. До 2015 года этот праздник назывался Днем военно-воздушных сил страны. В соответствии с указом президента России военно-воздушные силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид войск воздушно-космические силы, который с 1 августа того же года приступил к выполнению поставленных задач. Сегодня свой день рождения отмечает известный ингушский писатель, поэт, драматург и общественный деятель Исаак Адзоев. Он родился 12 августа 1938 года в селе Ангушт. Творчеством начал увлекаться с юных лет. Будучи студентом филологического факультета, опубликовал в альманахе «Утро гор» рассказ «Легенду сердца матери». После окончания Чечено-Ингушского педагогического института Исаак Адзоев работал учителем Кантышевской средней школы. Последние годы Исаак Аюпов занимается чаще писательской деятельностью. Он пишет на ингушском и русском языках. Самым большим и значимым трудом писателя является роман-эпопея «Галгай Ингуши» о жизни ингушского народа в XIII и XIV веках. Однако помимо него у автора есть множество произведений, такие как «Суламбек Сагапшинский», «Обвал», «Над бездной» и «Джамбулат». Исаак Адзоев сегодня является самым читаемым автором среди молодежи. В этом году глава региона наградил писателя юбилейной медалью «25 лет Ингушетии». Представители правительства, администрации Назрани и газораспределительной компании провели рейд по многоквартирным домам. Комиссия проверила состояние газовых оборудований до начала отопительного сезона. В списке значится 12 домов. Проверяющие уже выявили 20 нарушений. Репортаж Залины Могушковой. Первый многоквартирный дом по улице Московская, который подвергся проверке под номером 31. Участники профилактического рейда стучатся в каждую дверь. Сегодня они не спрашивают ни о налогах, ни о квитанциях. Цель рейда лишь осмотреть отопительное и газовое оборудование для выявления нарушений техники безопасности. Проверка проводится в рамках подготовки к отопительному сезону и носит профилактический характер. Мы будем выписывать предписания, обязывать их отключать их и обязывать их привести их в норму и стандарт, согласно газовым нормативам. Это делается не во вред населению, это делается именно для населения, так как в прошлом году еще участились случаи угарного газа. С началом осенне-зимнего периода, как правило, возрастает риск пожаров, взрывов и отравлений угарным газом. С началом этого года уже зафиксировано более 20 случаев отравления газом, один из которых с летальным исходом. А ведь сезон еще не начался. Инженеры, даже не заходя в дом, подмечают одно из распространенных нарушений в многоквартирных домах. Коллективного дымохода, выведенного за уровень карниза крыши, нигде нет.
В каждом подъезде должен быть установлен коллективный дымоход, который будет направлен вверх. Выход газа не должен быть ниже 1 метра от уровня карниза крыши. Кроме этого, есть еще несколько нарушений, которые встречаются чаще всего во всех квартирах. Вывод дымовых газов от установленных автономных теплогенераторов повсеместно осуществляется через внешнюю стену кухни наружу, что приводит к загазованию вышенаходящихся жилых помещений, жилых квартир. Второе. Отсутствует сигнализатор загазованности в помещении кухни САКС. В случае загазования помещений кухни САКС перекрывает подачу газа на теплогенератор и предотвращает загазование всего помещения квартиры. И третье. Отсутствует договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Проверкам подвергнутся все 12 многоквартирных домов по улице Московская. Подобная работа будет продолжаться до наступления отопительного сезона, который запланирован на 15 октября. Кроме того, газовики будут проверять и частный сектор. Залина Могушкова, Адам Кадзоев, Новости 24. В Малгобеке выявляли нетрезвых водителей. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, в результате которого несколько человек оказались в СИЗО. Кроме того, инспекторы обращали внимание и на другие виды нарушений. Материал Саида Куштова. Пятница, ночь, Малгобек. Рейд по выявлению водителей в нетрезвом состоянии. Казалось бы, Ингушетия – регион, где пьяных не может быть априори, тем более за рулем. Но на самом деле картина весьма удручающая. Нередко среди общего потока машин стражи порядка вылавливают автолюбителей в сильном алкогольном опьянении. По всем направлениям проводится сегодня рейдовое мероприятие. На сегодняшний день в ходе данного рейдового мероприятия нами было выявлено 4 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подобные рейды в Ингушетии в последнее время проводятся регулярно. И с завидным постоянством в СИЗО пополняются новыми, а иногда и старыми лицами. Последнее особенно сильно огорчает как организаторов рейда, так и простых жителей. Осознавать, что многие нетрезвые водители, попавшись в один раз, не делают надлежащих выводов, очень прискорбно. Очень правильно, надо работать, надо с них ответственность брать, чтобы меньше за рулем пили, чтобы было порядок. Надо делать такое. Обязательно. Это нормальное явление. Пьянство, оно давно из моды вышло. Да. Мешают, конечно. Сильно мешают. Они не то, что неадекватные, они детей избивают, стариков избивают. Значит. Этот водитель трезв, однако ремень безопасности пристегнуть забыл, как и его пассажиры. Подобные нарушения также недопустимы и карается штрафом. Опоздание в больницу не повод для игнорирования правил перевозки пассажиров, напоминают сотрудники ГАИ. Место проведения рейда выбрано не спонтанно. Именно здесь, на перекрестке, наиболее высокий транспортный поток. Освещение хорошее, поэтому и заметить в толпе тех, у кого помутненный взгляд от алкоголя, не так уж и сложно. Статья 51 Конституции Российской Федерации. Вы вправе не свидетельствовать самого себя, своих близких родственников. Вам все ясно? Всего за пару часов остановлены и отправлены в СИЗО несколько водителей. Такие рейды, несмотря на возмущение нарушителей, будут продолжаться. В войне с печальной статистикой ДТП на дорогах это направление одно из приоритетных. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. На Назрани прошел масштабный субботник, организованный мэрией города. В очистке недавно отремонтированной улицы Московской приняли участие работники администрации города. Также к организаторам присоединились местные жители и владельцы торговых точек. Проведение таких совместных субботников становится доброй традицией для организаторов. Фронт работ был большой, и за несколько часов собравшиеся справились. Подобные субботники планируется проводить и на других улицах города. В принципе, здесь чисто, но как-то символичный такой субботник у нас будет, потому что улица в долгое время находилась не в самом лучшем состоянии, но сейчас она преобразилась очень сильно. Вот решили завершить вот все эти работы таким субботником. Летние каникулы подходят к своему завершению. Огорчает этот факт не только школьников, но и многих родителей. Ведь подготовить детей к новому учебному году задача затратная и не для всех выполнимая. Перед началом учебного года в регионе начинают действовать различные акции в поддержку малообеспеченных семей. Одна из них – «Собери ребенка в школу». Зарема Ивлоева продолжит. Семья Котеевых воспитывает 6 детей. Он местный депутат, она учитель сельской школы. Многодетные родители не понаслышке знают, как затратно собирать детей к школе. Потому Котеевы сами решили поддержать несколько малоимущих семей.
У нас тоже много школьников. Как-то получилось, что затраты большие. Я так подумал, и остаются деньги, можно с кем-то поделиться. Может, кому-то это повезет, кто-то, может, поддержит, кто-то вспомнит, что у него есть сосед, родственник. У меня дети тоже разных возрастов, ученики. И у старших, и младших классов есть. Поэтому я должен обращать внимание, кто окружает моих детей. И этих детей я знал также, вот Мурзабекова. Поэтому я решил начать с тех, с кого я знаю сперва, а потом, может, еще кто-то увидит и поддержит. Сегодня Котеевы выбрали 2 семьи одноклассников своих детей. Тома Мурзабекова одна воспитывает дочек. Такое внимание для женщины непривычно, но очень кстати. Второй адрес. В этом полузаброшенном дворе живет семья Татриевых. У Луизы 4 детей. Сама женщина должна в скором времени уехать на лечение. А пока весь семейный бюджет уходит на скромный набор продуктов, оплату за съемный дом и лекарства. Как растянуть 12 тысяч на все нужды, женщина не знает. Вы уже успели, хотя бы детей, что-то купить для детей к 1 сентября? Или... Нет. Пока еще ничего нет? Нет. Обувь надо мне, рубашку надо мне, и обувь надо, другим, постель надо. Второклассник Тайсум вместе с сестрой с интересом разглядывает школьные принадлежности. Яркий пенал, карандаши, альбом. Даже захотелось пойти в школу, делится мальчик. Читать любишь? Да. Обещаешь в этом году на отлично окончить? Да. Роза Котеева работает учителем начальных классов. Она уверена, бедность может на всю жизнь оставить в сознании ребенка психологическую травму. Поэтому очень важно помогать многодетным и малоимущим семьям. 1 сентября эти дети, когда приходят в школу, вот они действительно даже смотрят, даже какие стерки, они сравнивают, какие у них стерки и какие у них карандаши. Даже в этом они различают себя. Но хотелось бы, чтобы эти люди не стеснялись бы, подходили, потому что если человек знает, в чем он нуждается, он сможет помочь, поделиться. Я, например, готова делиться всем, что у меня есть. Акция под названием «Собери ребенка в школу» не первый год проходит по всей республике. Каждый такой укомплектованный портфель в среднем обходится за 2-3 тысячи рублей. Деньги собирали благотворительные фонды, чиновники, а теперь и просто неравнодушные люди. В этом году основная волна по укомплектации подарочных портфелей начнется во второй половине августа. Уже сейчас сотрудники ведомств скидываются на благотворительное дело. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Доме культуры Назрани прошел 3-й этап из КФО по быстрым шахматам среди мужчин. Участие принимает более 100 человек, в их числе 3 гроссмейстера и 9 международных мастеров. Также свою последнюю классическую партию сыграли Эрнесто Инаркиев и Борис Гельфанд. За результатами можно было следить на сайте chessresults.com. Ну а завтра на башне Согласия состоится заключительная игра по быстрым шахматам чемпиона Европы Эрнеста Инаркиева и Бориса Гельфанда, после чего в 17 часов пройдет официальная церемония закрытия. Игра развивалась хорошо, но мой соперник допустил ошибку и получил мат в 3 хода. Он не заметил мат 3 хода и проиграл. Первую партию я играл с Павел Хамзат, а вторую партию я играл с Магомедом. Первую партию я проиграл, а вторую выиграл. В Сунже состоялся фестиваль этнокультуры «Национальные ритмы». На площади города выступили творческие коллективы, прошла ярмарка национальной кухни. Кроме того, гостей ожидала выставка народных промыслов. На фестивале нашлось место и спорту. Репортаж Индиры Манкивой. Вся история и культура на одном дыхании разворачивается на площади имени Асканова. Организаторы словно отыскали сундук с сокровищами, главная ценность которого – самобытность народа. Программа фольклорно-этнографического фестиваля «Национальные ритмы» завораживает с первых минут. Это стол детской школы искусств город Сунжа. Сегодня мы представляем чисто еду, которую любим мы все, делали наши предки в горах, когда жили мы. Это значит мясо с галушками, это творог, это галушки. И вся эта еда, которая была тогда, тех времен
вот сегодня присутствует на этом столе. Акция проводится в Ингушетии второй раз. Национальный праздник съехали жители со всего Сунжского района. Это культурное мероприятие, своего рода напоминание всему народу о том, какой была и должна оставаться народная культура. Сельское поселение Нестеровское представило здесь сразу два шатра. Здесь кухня наша национальная и казачья. Ну а дальше идет выставка прикладного искусства. Здесь представлены изделия вязаные, из дерева и глины. Ну а самым ярким атрибутом этого праздника смело можно назвать вот эту вот карету. Стоит отметить, что она полностью самодельная. Оценить, насколько точно организаторы смогли воссоздать ингушский быт, могут лишь те, кто еще успел застать ту атмосферу. Вкус еды, посуда, цвета и орнаменты на коврах. Угадали совсем, делится Барахоев Магомед. Дедушка рассказывает, что здесь он словно перенесся в прошлое, окунулся в далекое детство. По мнению Барахоева, от соблюдения народных адатов молодежью зависит будущее ингушей. Важно сделать все, чтобы подрастающее поколение знало, чувствовало и любило свою культуру. Молодежь, мне уже 81, 5 августа исполнилось, вот 2-3 дня назад. За мое время таких прекрасных молодых людей я не мог сказать, что те были лучше. Времена были разные, а каждые времена свои складки бывают. Поэтому сравнять их с теми очень трудно. Были стеснительные, формы свои, обычаи. Но в основном корень обычаи наших традиций, они не меняются. Выставка «Атрибутики культуры» проходит в рамках конкурса. Голосование честное и прозрачное. Рядом с шатрами установлен ящик для голосования. Отдать свой голос за лучших участников могут все гости праздника. Я проголосовала за шатер детской художественной школы. Почему? Потому что там была представлена не только национальная кухня, но и декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и скульптура. В этих направлениях были представлены вот эти виды изобразительного искусства. И я решила, что это тоже заслуживает такого уважения. И свое уважение я проявила тем, что проголосовала именно за эту школу. Параллельно здесь проходят еще и спортивные мероприятия. Почти кавказские игры, только муниципального масштаба. Сунжские спортсмены демонстрируют силу и ловкость. Старинные силовые упражнения сильно отличаются от современных, но есть у них одно общее. Спорт закаливает как физически, так и морально. Здесь есть такие упражнения, которые под силу нынешним спортсменам. Но есть такие, где требуют координацию, ловкость, например, передвижение на ходулях. Этот вид спорта не очень развит, но мы знаем, что на ингушских играх встречается данный вид спорта. Я сам выступал на кавказских играх, завоевал первые места. Здесь уже очень важно иметь координацию, то есть не каждый спортсмен сможет справиться с этой задачей. Поэтому есть такие виды еще, как стрельба из лука, перенос тяжести. Вот эти виды, они под силу каждому спортсмену, но остальные там встречаются, где придется попотеть. Особым подарком для жителей Сунжа стал и визит гостей из соседних регионов. На фестиваль приехали представители Новолакского района Республики Дагестан, с которым совсем недавно Сунжа заключила братский договор. Также приехал и глава Сунжского района Чеченской Республики. Для гостей организовали небольшую экскурсию по площади. Ну а далее в адрес всего Сунжского района да и Ингушетии звучат приятные пожелания. Работа – это сердце Чечни. Я с удовольствием этот подарок дарю не только своему другу, но и ингушскому народу. Приняли это приглашение. Хочу от себя, от жителей Сунжского района Чеченской Республики поблагодарить его за приглашение, пожелать ингушскому народу процветания. Сегодня было очень такой насыщенный день. Здесь и были накрыты столы в ингушском традиционном ритме. Здесь были представлены все культуры, все народности, которые проживают в Республике Ингушетии. Я хотел бы поздравить весь ингушский народ с этим замечательным праздником. Мы становимся свидетелями, что с каждым днем Ингушская республика процветает. Мы с удовольствием присутствуем здесь. Конечно, это уже укрепляется наша дружба. И я уверен, с каждым днем, с каждым месяцем все будет. Если мы за месяц встретились дважды, то, я думаю, дальше у нас хорошее будущее.
Приехали на фестиваль также мэр Назрани и представители администрации Малгобека. Национальный фестиваль – хорошая площадка для воспитания молодежи и сохранения культуры. С Сунжского района стоит брать пример, уверены гости. Честно сказать, даже дух затрагивает. Мероприятие организовано хорошо, на высоком уровне. Как я вижу, много гостей, много горожан присутствуют в данных мероприятиях. Такие мероприятия они необходимы, они нужны нам, чтобы показать нашему подрастающему поколению наши обычаи, наш быт, нашу культуру. Мы это должны охранить и передавать поколение поколению. Рассказывать о обычаях народа – это одно, а показывать все это на наглядном примере совсем другое, считают в районном совете Сунжи, которые, по сути, являются инициаторами проведения этого фестиваля. Народные ритмы представлены здесь в полном объеме. Сегодня у нас все меньше и меньше остается людей преклонного возраста, которые могут людям передать что-то, какие-то знания о наших традициях, обычаях и адатах. Поэтому мы немножко со временем начинаем отходить от использования наших адатов в нашей жизни, что крайне недопустимо, в частности, для нашего народа. Ну а далее праздничный концерт. Гостей развлекают артисты не только из нашей республики, но и Дагестана. Детский танцевальный ансамбль привез в Ингушетию маленькую частицу своей культуры. Индира Манкива, Рахмат Суров, Новости 24. Работники различных сфер проходили нормы ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» собрал на стадионе в Назрани десятки людей. Массовые занятия спортом проходили не только мужчины, но и представительницы слабого пола. За ними наблюдала Марина Муталиева. Сотрудники министерств и ведомств вышли из своих кабинетов и сменили костюмы на спортивную форму для того, чтобы проверить, готовы ли они к труду и обороне. Ряд испытаний предстоит пройти сегодня участникам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Они уже прошли регистрацию и теперь готовятся к построению. Сегодня на стадионе лицей города Назрань мы отмечаем Всероссийский день физкультурника. В связи с этим я поздравляю всех жителей Российской Федерации, жителей Республики Ингушетия. Желаю здоровья, крепкого здоровья спортсменам, всем жителям. Занимайтесь спортом. Спорт – это жизнь, спорт – это сила, спорт – это здоровье. Под командованием именитых спортсменов участники разминаются перед предстоящими соревнованиями. В другую сторону теперь, да. Среди министерств и ведомств, участвующих в соревнованиях, марку держат и представители Комэка. Регулярные рейдовые мероприятия держат их в тонусе, шутят экологи. Впервые я участвую в этом мероприятии. Считаю, оно очень важное для республики, для здорового духа населения. Опять же, участвуют в данном мероприятии министерства и ведомства именно государственные служащие. Они, естественно, должны пример по свой подавать уже и окружающим, в том числе и при занятии видами спорта. Я участвую впервые, недавно только в республике, устроился на работу, но я думаю, мне бы хотелось, чтобы чаще проводились такие соревнования. К следующему соревнованию я, естественно, буду тренироваться, чтобы показать хорошие результаты и получить знак отличия. Нормы ГТО включают в себя бег на длинные и короткие дистанции. В этих испытаниях стартует 4 участников, по одному от каждой команды. Внимание! Марш! Все, побежали, быстрее, быстрее, быстрее! Команды по очереди проходят все испытания. Где-то над стадионом пролетает спортивный снаряд весом 500 грамм. Также участники соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки. Ну а кто-то подтягивается на перекладинах. Вчера узнали, что будет проходить республиканский ГТО и решил поучаствовать. Участвую в нескольких видах. Вот сейчас подтягивания будем делать. И бег на 3 километра, и еще разные виды, несколько видов спорта. Для каждой возрастной группы имеются свои показатели по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. Команда-победитель в течение года будет носить звание самого спортивного ведомства. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24. У меня на этом все. Всего доброго.